Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех своих зрителей. Сегодня 4 декабря 2020 года, мы снова на канале Reality. Приветствую вас, друзья. Ва алейкум ассалам, Хош Хаджамбеков, Аслан Лорс, Дамитиев, витаю всех, привет с Киева. Всех витаю, всем привет. Так. Подождем, пока соберутся. И я вам покажу очень интересное видео. Так. Давайте пока все собираются, начнем с одного видео. Вот так, да? Давайте так. Сейчас сразу звук проверим. Так, все, собираемся. Отлично. Так, все, собираемся. Отлично. Люди будут контролировать эти машины. Слышали? Возможно ли восстание машин? Есть опасения, что они будут контролировать людей. Но люди будут контролировать эти машины. Ну вот, короче, обычный бред сумасшедшего. Едет уже Вова. Вова Путин едет. Так. Ибраджа дел эту бокал ночи мох. Дерейсул Амин. Маждада. Ассаламу алейкум. Всем доброй ночи. Ва алейкум салам. Казахстан салам. Салам Казахстан. Как насчет Карабаха и Турции? Не знаю, как насчет. Ичкерия forever, reality forever. Да, имба дон. Новая независимая модельная дитер дуэр болбош, да? Салам алейкум ассалам, Сулейман Мамедов. Алейкум ассалам, Дамитиев, начинаем с плохого. Нет, почему, это был прикол. Ассалам алейкум, Салауди, алейкум салам. Типа будем смотреть на воду в реке. Так, будем. Сейчас, одну минутку. Так, перед началом хотелось бы тоже напомнить, что сегодня, вернее вчера, 3 декабря, прошла демонстрация в Вене против депортации наших ребят. Ну, не только наших, в основном депортация произошла и наших, вернее, в том числе и наших ребят произошла. Там, по-моему, один самолет выделили специально для того, чтобы наших депортировали. Хусейн Исханов, Роза, то есть вот еще люди в масках, не узнаю, ну, все наши представители от правительства, от культурно-ферайна Ичкерия, эти люди там были другие правозащитные организации, требовали не выдавать, но вот как видите, полиция собирается выдать. تبعوا شو طبعا استرج أيضا دين ده حق ده حيش تو أيربورتات ده رزا ورلين ده بوشجع هلا كيجي ناف تبغيته تتقيسيته يقهيوك شو داخشتو يقهيك هو بهندو تطبع شعرفات سن يلوشتو شو مليالي مخلي طبعا دينا هر أيضا ويحز دالا نقاسم
ناخي ثاني خان طبيعة وش مشاك يسربون خان كيجي ناخا ميل Кегинаха, вот те молодые люди, которые были, их выслали тех, кто совершил правонарушение, у которого ранее было какое-то правонарушение. Речь не о том, что виноваты эти ребята или не виноваты. Речь о том, что не граждан России выдавать в страну, в Россию, которая совершает геноцид, совершила геноцид и продолжает тоталитарный вот свой жесткий режим установленный, поддерживать. Туда выдавать ни в коем случае нельзя. Мы много говорили на эту тему. Вот, и хочется еще раз сказать всем, кто услышит нас, да, во-первых, вы нарушаете принципы гуманности, справедливости, объективности, да, это всем понятно, что никто вообще даже вопроса не может стоять о выдаче России разных людей. Но, допустим, выдаются люди. Но надо понимать, что эти люди, которые передаются России, люди, молодые особенно люди, которые владеют немецким языком, вот, в частности, с Австрии, этих людей потом используют против Европы. И очень трудно им отказаться, да, если вас где-то заподозрили, да, особенно молодых людей, которых вот этой пропагандой одурманили, и там разные религиозные, экстремистские такие вещи, которые люди проповедовали, или слушали, или смотрели, просто было это интересно. Там они оказываются, они попадают в расстрельные списки. Расстрельный список, ну, сами понимаете, все, вы постоянно на крючке, вас постоянно вызывают, с вами постоянно беседуют, пытаются вас склонить. Потому что, во-первых, эти люди, в любой момент их можно задействовать как информаторов внутри вот этой среды, и также можно самих пустить на результат. А эти же ребята, которые приезжают с Европы, которые депортируют с Европы, они владеют языками, они знают культуру, менталитет. И их можно использовать в информационной интернет, вот в этой войне. И они никуда не денутся. И эти же ребята, ну, кто-то денется, кто-то не согласится, сядет в тюрьму, кто-то откупится, кого-то изобьют, кого-то убьют. Всякое произойдет, да, потому что давление будет оказываться. Такая работа против этих ребят ведется. И мы знаем, что она ведется. Получать информацию из Чечни очень трудно. Если вы получаете информацию, то у вас должен быть источник этой информации. Его раскрывают очень быстро, источник информации. Если вы постоянно одну и ту же, с одного района, с одной службы какой-нибудь, если вы получаете информацию, ту информацию, даже которую вы получаете, вы не можете ее афишировать, потому что можете подвергнуть информатора, человека, который сообщает информацию, подвергнуть опасности. Поэтому приходится довольствоваться очень малой информацией. Или же русские занимаются этим сбором информации, да, там есть разные каляпинцы, там другие, которые долгое время, да, каким-то людям они оказывают помощь, но по большей части они сотрудничают с российскими военными, с российскими ФСБ там, и так далее. Поэтому доверять им 100% просто невозможно, потому что все преступления совершаются вот этими же военными и этими же ФСБ. Или их людьми, которые представляют там Кадырова и так далее. И вот эти ребята, которые отсюда депортируются, они с большой вероятностью, часть из этих ребят, которые не согласятся, малая может быть часть, согласятся сотрудничать с российскими спецслужбами. Не конкретно этих даже ребят, именно всех, кого высылают. Люди, которые хорошо знают немецкий язык, они могут общаться на разных сайтах. Это большое подспорье, да, владея на уровне носителя языка, знать культуру, менталитет этих людей, ну хотя бы в какой-то степени. Да, если вы в школу ходили, там вместе там, дружили, общались, работали, может быть, вместе, тогда вы люди делают наблюдения и языком владеют, и как бы могут
более-менее разобраться в чужой культуре. И это реальная угроза для Австрии, для Германии, для других стран. Потому что, во-первых, это угроза для нас, потому что мы, представитель нашего народа, гражданин нашей страны, Чеченской Республики Ичкерия, будет заниматься это. Да, он в заложниках, и он обязан, вынужден это делать. Потому что Европа его фактически предала, отдала в лапы, и потом этого человека можно использовать против Европы. Вот эти простые вещи, которые не понимаются. В 1995 году Дудаев говорил, что разрастется до невероятных размеров пожар вот этой России, если ее не остановить сейчас. И думали, мы говорим, потому что Дудаев хочет свою независимость, сохранить себе жизнь, так как Джохар Дудаев был целью номер один для убийства у этих террористов. Все думали вот так. Теперь мы видим, к чему все пришло. Развернули вот эту большую махину, тратятся миллиарды, закладываются в бюджет там миллиарды, триллионы на будущее противостояние с Россией. Это будет продолжаться. И сейчас мы опять же говорим, и как сказал Пол Гоббл, которого просто можно цитировать целиком полностью, чеченцы напоминают канарейку в угольной шахте. Да, шахтеры брали с собой канарейку, птичку в клетке, спускались туда, и в случае вот этого метан, по-моему, он называется, да, если не ошибаюсь, который выделяется и происходит взрыв, там люди гибнут там и так далее. Просто чтобы человек его сразу не чувствует. Для этого брали вот эту канарейку. И она погибала первая, потому что она быстро там не способна, короче, противостоять ее организму. Погибает птичка. Маленькая, такая маленькая птичка это. И вот люди сразу эвакуировались. Вот приблизительно ту роль мы реально и сейчас играем. Мы сейчас говорим, не выдавайте нас. Особенно незаконная депортация. Потом некоторые говорят, вот у меня было такое, в суде переводчик судебный говорит, вот вы постоянно говорите, там, Чеченская Республика Ичкерия, что вы не гражданин России, что вы гражданин Ичкерии. Но многие же говорят, даже в суде я слышу, говорит, когда даже не спрашивают, я гражданин России, в грудь себя стоит, в суде бьет. Ему говорят, зачем ты это говоришь, тебя же депортируют. Если ты скажешь, не гражданин, тебя могут оставить. Вот он, типа, у меня есть права там и так и далее. Но если мы граждане России, если здесь живущие граждане России, в Европе имеется в виду, подумайте, сколько раз вам посольство российское помогало. Сколько раз это российское посольство, когда у нас происходили драки, убийства, еще что-то, высказывало какую-то поддержку, нанимало адвокатов, посещало там больницу, там людей и так далее, наших раненых, еще что-то. Никогда мы для них чужие, вообще никто мы. Ну и как мы можем называться россиянами? Я да, вала, здесь и россиянин Бог. Но это объясняется тем, что идет массированная пропаганда, и многие просто необразованные, не понимающие, не вникающие в это дело называют себя россиянами. Это и им вредно, и в целом нам всем вредно. Там, где ты вынужден говорить россиянин, носить паспорт российский, там я не знаю, еще какие-то действия совершать, которые должны как-то показать, что вы лояльны этому режиму. Об этом мы призываем, да, соблюдайте это, ни в коем случае не делайте так. Но остальные-то мы же не должны так себя вести. Да гудуар вообще. Вот поэтому происходят такие вещи. Вот не очень много людей пришло. Вот как вы видите, но как обычно наши австрийские защитники наших прав из культурного центра Ичкерия и правительства Чеченской Республики Ичкерия, они активные, как вы видите, никогда ни в холод, ни в снег, ни в дождь не прекращают свою деятельность, ведут, защищают. И вот кажется, это как бы, ну и что, вышло там 20 человек, 30, сколько здесь, 40 человек, сколько вышло, ну и что здесь такого там, что столько, что можно сделать? Много можно сделать, главное заявить, понимаете, просто заявлять, достаточно об этом заявлять. Да, это чревато последствиями для кого-то, может быть, но в любом случае, если мы не заявляем,
то говорят, что мы согласны, а мы не согласны. Если вы нас не бережете, мы говорим немецким властям, французским властям, австрийским властям, если вы не согласны думать, соблюдать перед нами вот эти принципы, которые заложены в вашу государственность, то из чувства собственного инстинкта, собственного самосохранения хотя бы, ведите себя правильно, вы же должны понимать, что это ведет к определенным последствиям. Не говоря уже о том, что вы выходите за рамки. Если мы одни чеченцы лишены основных принципов, да, права, и по отношению к нам не действует верховенство права, или там соблюдается оно только по букве, а не по духу, то я вас уверяю, следующие будут там евреи, арабы, коммунисты, там, каратисты и другие, третьи. Потому что это закон такой. Если одних лишают этих прав, то потихоньку начинают лишать и других этих прав. Потому что у одних появляется привилегия над другими. Они лишены этих прав. Да, и очень удобно иногда даже французским каким-нибудь политикам нас там где-то задействовать. Там, чеченский фактор, исламский фактор, еще что-то. Другим, третьим удобно, австрийцам очень удобно вот сейчас там проводить. Вот, мы выслали. Это же потом для определенного электората еще это делается. Показывается, смотрите, мы боремся с этими там приезжими чеченами, которые там много же лет трудятся австрийские газеты над тем, чтобы сделать такой образ. Это просто, должно когда-нибудь закончиться. Да, те, кто себя бьют в грудь и говорят россиянин, наверное, они должны уехать. Но даже несмотря на это, мы должны понимать, что и здесь в Германии, и здесь в Австрии нас тоже воспринимают. Мне выдали паспорт, где написано «Рус». Немецкий, вот этот паспорт, который мне выдали, там написано, что я из Рус. Но я не из Рус. Я родился в СССР. И у меня я гражданин Чеченской республики Ичкерия. Но мне выдали, да, я жил в России, потому что я был вынужден получить этот паспорт. Для того, чтобы сохранить свою жизнь, свое здоровье, пользоваться какими-то элементарными условиями жизни. Я был вынужден. Меня Россия вынудила. И мой паспорт Россия порвала. Сотрудник полиции порвал мой паспорт у меня на глазах. Я был просто вообще без паспорта. Был вынужден взять новый паспорт. И так же все чеченцы поступили. Может, паспорт рвали не всем, но мы вынуждены были получить. Хотя это тоже незаконное нарушение международной конвенции. Потому что нас нельзя принуждать получать эти паспорта. Но нас вынуждали, вымогали деньги, там, избивали, пугали. Все прекрасно помнят, чеченцы, как говорили, что если у тебя нет паспорта, то все, ты уже, даже перед домом ты у тебя в деревне где-то сидишь. Вот такие дела. Давайте еще немного посмотрим. تطبوع قيرمي دو وقد ميتينج يوار وقير ميدي مساسين بالا بوتشو وقيدوش ينتي قوتشو داتنا عشر دوشة نهورني شقوتش نهورني شقوتش دوش أم بوتشينا قاتشو مسانا يتوم شو شنت أمتع مسانا هورشو تجويني وزيني تقزويني وي قزعين أصلحة عشبو شارجة شي جزء. Хусейн говорит на чеченском языке, поэтому оставим на следующий стрим, где мы будем по-чеченски говорить эту передачу, еще обсудим ее до Алмула. Здесь Хусейн говорит, что остаться в стороне не получается ни у кого, понимаете? Мы все должны принимать посильное участие. Это наши права, понимаете? Или мы становимся россиянами. Да? Опять же, стать россиянином здесь, проживая в Европе, это вам не приносит никаких дивидендов. Если кто-то там собирается это делать там чисто исходя из каких-то материальных или других каких-нибудь там ценностей.
ничего Россия для нас не делает и не сделает. Поэтому нам нужно заниматься своими делами и вопросами. Так, давайте я перейду к вашим вопросам, и потом я вам еще кое-что покажу интересного. Так. Чечня может двое бат Европе и yok проблем. Так, знание Маша нема. Чечня не Россия, барт хирбат, дерва юк айол секч старовер юк я маят. Саламаш думасак дели саламаш воль дели саламаш. Как найти нема. Юрий, паня сам, вы делаете огромнейшую работу. Дякую. Уверен, что много украинцев становятся более просвещенными. Слава Ичкерии, слава Украине. Героям слава, Юрий. Спасибо. Дякую. Мы, граждане Ичкерии, одновременно временно оккупированы. Да, совершенно верно. Владимир Путер. Ищите доказательства преступления Путина на моем канале. Так. Адам Центр. Меча Ломаев, Барт Маш, Тузик, Шей. Так, за какие правонарушения могут выдать? Куда я попал? Так, Дометиев. Правонарушения здесь до года, по-моему. Здесь в Германии, я не знаю, но там в Австрии приблизительно так же, кажется. Где-то год, если есть какое-нибудь уголовное преступление совершенное, по-моему, даже если оно условно, то тогда имеют право депортировать. Так что вот такие. И то это ввели недавно, да, это ввели, видимо, ну так успокоить общественность, что вот криминал там туда-сюда там и так далее. И вот сказали, что вот если год и более, то давайте, до свидания. Ну как бы удовлетворить своих этих избирателей. Ну, с одной стороны, конечно, это очень можно понять, потому что ведется пропаганда, мы ничего не делаем. Мы знаете, как будем здесь находиться? Нас будут постоянно вот подозревать, как мы в России жили, подозревали нас все, везде ходили. Вот это чечены, это опасные, там туда все от нас шарахали. Вот они до этого уровня хотят довести. Конечно, это, во-первых, народ другой, а во-вторых, уровень пропаганды, конечно, не так силен. Но когда постоянно вам время от времени закидывается информация, что чеченцы такие-сякие, то это в голове остается. И мы должны вести контрпропаганду, мы должны разоблачать. Да, вот. Убили французского учителя во Франции. Мы должны рассказать, кто это сделал, перевести на французские языки, доносить, говорить об этом, рассуждать. Так, ассаламу алейкум, ва алейкум салам, знание Маша, так, Азербайджан сила, говорит туземец. Так, давайте я вам покажу одно видео очень. У нас такая привычка, там, Саудовская Аравия, там, это там колыбель ислама, там, туда-сюда, там, Мекка и так далее. Да, это правда, конечно, это наши земли пророков, имеется в виду Мухаммада пророка, там наши святыни находятся, Медина, Мекка, там все места, где жил, проповедовал Мухаммад пророк, мир ему и благословение. Но это не значит, что те люди, которые сейчас возглавляют там власть, они являются какими-то людьми, или Саудовская Аравия является каким-нибудь там помощником. И вот это 2018 год, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман на саммите G20 встретился с Владимиром Путиным. Как мы знаем, Мухаммад бин Салман – человек, которого подозревают в убийстве Хашоги, одного журналиста. Так вот, два преступника, два убийцы, они прекрасно друг друга понимают. И они знают, что оба находятся вне
поля норм, принципов, морали, международного права. Соответственно, они знают, что у них будут возникать проблемы. И они дружат друг с другом. И бин Салману, Мухаммаду бин Салману не мешает проявлять вот это лизоблюдство, улыбаться, там, хихикать с человеком, который убивает людей в настоящее время в Сирии, в Украине, в Чеченской республике Ичкерия. Он прекрасно осведомлен, да, что это там проходило там, и так далее. Но вот посмотрите, как эти два мерзавца, и один из них, конечно, матерый убийца, второй начинающий. И мне кажется, знаете, что сказал ему на этой встрече, когда они так засмеялись? Смотрите, как они. Как... Смотрите, какие такие прекрасные лица. Два убийцы таких сидят. Один массовый, другой начинающий. И мне кажется, ему Путин сказал: Мухаммад бин Салман, мне кажется, я как раз в твоем возрасте убил своего первого журналиста. И вот это их так развеселило. Это их так развеселило. Мне кажется, именно так и было. Вот такие вот дела творятся. На нашем канале Reality. Так, я вам еще хотел кое-что показать. Сейчас, одну минутку. Так, хочу вам показать одно фото. Смотрите, это раскопки на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий. Лысая гора, поселок Шершни, Челябинской области, Россия. Видите, скелеты людей здесь лежат. Друг на друга просто завалены эти. С большой вероятностью можно предположить, что эти люди казнены. Они умерли своей смертью. Потому что вот так трупы накапливать никто не будет. Да? Если одновременно они должны умереть. Или там в течение какой-то там небольшого отрезка времени. Для них там вырыть большую могилу и закопать. Но, скорее всего, вот такие массовые захоронения происходят на месте массовой казни людей. Массового убийства. Они вот умерли. Знакомое место, пишет Родион Козлов. Примерно 12 тысяч человек там закопано, только подтвержденных. Годы войны для обеспечения трудового подвига еще без счета хоронили, сколько никто не знает. Но, впрочем, я уже писал как-то, что с оборонного завода в Урале на фронт люди просились добровольцы. На фронте полегче было все же. Ну да, представьте, как тяжело было, если на фронте полегче. Хотя, может быть, для кого-то было и полегче. Удивили, говорит, 100% территории Святой Руси в скелетах, пишет Илья Шевелев. По всей стране эти расстрельные ямы, но никаких слов осуждения от путинских, потому что путинские ощущают себя преемниками этой расстрельной кодлы. Абсолютно согласен. Апологетов коммунизма на декоммунизацию на раскопки. Рез рубят, щепки летят. Да, совершенно верно. Посмотрите еще раз на это фото. И это вам просто не показывают это все. Да? Об этом просто не обсуждают. В России не принято об этом говорить. На самом деле в России расстреливали больше, чем где-либо, когда-либо вообще. Да? Десятки миллионов человек сгноили в тюрьмах, расстреляли. И так далее. Десятки миллионов людей. Сколько людям жизнь искалечили. И мы удивляемся, да, что вот, или мы говорим, допустим, мы не удивляемся уже давно, между прочим, но мы говорим, например, нет, русский народ, он такой же обычный народ и так далее. Я с этим не согласен.
русский народ и все народы, которые проживали в Советском Союзе, перенесли страшный шок, страшное потрясение. Причем это никем не было ни озвучено, ни осуждено тем более. И люди просто с этим живут. Просто были, забыли. Вот у вас был папа, его забрали, расстреляли, все, вы дальше живете. Ничего не произошло. Потом вашего сына забрали. Ничего страшного, все, продолжаем жить. Маму забрали. И вот за вами приходят и вас забирают. За что-то, за анекдот, за то, что с начальником поругался. Вообще не на политическую тему. Да за все, что угодно. Ваш дом просто понравился начальнику НКВД местного какого-нибудь. Все, вас нет, вашей всей семьи нет, вашего рода просто нет. Да, там можно все, вырезали всех. И, конечно же, этот народ стал другим, это не просто народ. Поэтому этот народ такой податливый, поэтому этот народ такой зашуганный. И это же не один народ, как чеченцы, допустим, да, единая там, и то чеченцы такая, не однородная такая масса, как выясняется. Но при всем при этом это более однородный народ, чем русский народ. Русский народ, как русский, такой национальности не существует вообще. Это искусственно придуманная такая национальность. Не было каких-то там русских, которые жили. Да, были русичи, которые относятся там Русь, Киев, украинцы, которые там живут, там, ну и в этой стране. С другой стороны жили другие народы, племена, которые, ну там, их много, этих племен. Они все были завоеваны, перемолоты. Вот в конце концов сделали из этого русскую нацию. Там среди русских есть люди узкоглазые, практически вот такие, ну, сильно с узкими глазами. Есть абсолютно там какого-то там северного типа, или там какие-то там Нидерланды. Вы можете там встретить таких людей, похожих на этих людей. На немцев похожие есть русские. Ну, вот такого плана. Эта однородная масса не имеет корней. Их истории нет. Если у вас нет истории, вы не можете ни на что ориентироваться. Это большая проблема. Это история изучать не ради праздного удовольствия, там, послушать, интересно, какие были там битвы, там, стечение обстоятельств исторических. Но это делается для того, чтобы был ориентир, как жил такой-то, такой-то человек в эту эпоху, как он себя повел в этой трудной ситуации, легкой. И это должно быть правдой. Если вы выдумаете миф про этого человека, или самого человека выдумаете и сделаете из него какую-то легенду, то очень трудно будет повторить этот миф. И тогда люди поймут, что это или такое слишком фантастическое что-то будет. Потом должно быть подтверждение этому всему. Да? У него потомки должны остаться. Там, подвиг этот как-то должен где-то другими людьми там, обозначиться в истории, другими народами. И так вот так складывается эта история. А когда все это выдумано, у этих украли, у тех украли, это себе взяли, все придумали. А ты сам вообще как чуваш, удмурт какой-нибудь, да, или там чуть, кто там, много, мокша, есть национальности, которые были. А если у вас вот своя национальность утеряна, и вы русские, то у вас ее нет, этой национальности, понимаете? Вот в чем вся проблема. Вот почему происходило вот это все. Эти люди не ощущали себя частью. Вот кто расстреливал, вот на этих кадрах, то, что видите, они не ощущали себя частью себя, этих людей. Ну, и вот народ превратился вот в послушных, все понимает. Самое главное, что здесь заметно, люди не смотрят на дела. Неважно, абсолютно неважно, что говорит, что делает человек. Хотя тоже в какой-то степени это важно, конечно, абсолютно неважно, это слишком преувеличено, это важно. Но можно одну и ту же дичь,
как говорится, втирать вот долгое время суток, 20 лет Путин у власти. Вот еще рывок и медициной наладить. Вот рывок и там школа, там учителя, там институты, высшее образование. Российский вуз войдет в десятку лучших вузов, там медицина станет на высоте и так далее. Нет вообще никакой медицины. Только видимость вообще, только имитация вот этой больницы. Есть врачи, отдельные врачи, которые там борются, да, за здоровье людей, за жизни людей. Беззаветно некоторые борются. Я бы, например, наверное, так не смог бы, как некоторые врачи делать. Но этих врачей 1000 на всю Россию или 100 на всю Россию наберется. Пару тысяч, может, наберется. Вот и мы приходим вот к такой ситуации. Русский народ абсолютно послушен, податлив. И им не важно, что вы делаете, важно, что вы говорите. И Путин может сказать: давайте, пенсионеры, потерпите. Эти ярые пенсионеры, они могут, да, и все, и потихоньку успокоились, никто ничего не говорит. Потому что, во-первых, запуганы, во-вторых, верят словам. Ну а что они еще сделают, не поверив этим словам? Выйти и сразиться? Для этого дух нужен, которого, большому, к сожалению, нет. Или очень мало есть. Так, давайте послушаем. Давайте почитаем. Руслан Абуда. Ассаламу алейкум. Вы в курсе касаемо ситуации пандемии у себя на родине? Ва алейкум ассалам, Руслан. Я так слышу краем уха, где-то что-то узнаю. Я знаю, что тяжелая ситуация. Много людей погибает, взрослых людей. Не оказывается никакая помощь, не устанавливаются никакие, не устанавливаются диагнозы, да, как если вы заразите, тесты не работают, проверяют тесты, и люди гибнут. Я просто молю Бога, чтобы быстрее вот этот вирус, вот этот антивирус, можно было добрать его, ну, довести его до Чечни, который вот сейчас вакцина, антивирус, которые сейчас будут применяться здесь в Германии, чтобы как можно быстрее его, конечно же, он добрался до Чечни. Так, посмотрим. Положение нехорошее. Нехорошее. Русских не существует. Странно, русские это смесь славян и финно-угров. Да, вот об этом и речь. Это много разных племен и народов, которых объединили вот в эту смесь, как вы говорите. В том числе славян и финно-угров. Рино, наших земляков депортировали. Ой, братьяш. Пердагам Будала. Татар тоже депортировали, был геноцид. Да, был секрет Тремптер. Очень много пострадало народов. Ну, очень много, да, много пострадало. Выпуск культа. Ассаламу алейкум, добрый всем вечер. Ва алейкум ассалам, выпуск Машова. Так, я себя русским никогда не считал, говорит. Так, я всю жизнь татарин. Ибрагим Алхана. Бал бац муса албо люющая варят дома сидят. Так, пойдемте дальше. Так, Ломан Борд, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Аслан, людям надо объяснить математически, что есть объект РФ враг, есть субъект Ичкерия, чеченцы. РФ плюс финансы равно проект или продукт по необходимости. И как бы ты ни стоял на своем, финансы решают. Да, финансы, конечно же, в конце концов, да. Я согласен, финансы много что решают. Но они не решают твои идеи, да, что мы можем стоять на своем, отстаивать свою какую-то позицию. Но это уже наше право, которое ни за какие деньги никто нас не может ни отобрать, ни купить. Это при нашем желании. Ситуация такая. Завоевывается территория, вынуждает получить документы, стать гражданами своей страны, оккупируется эта территория, получается. И вот вы должны вот жить в новой реальности. Вы
от души пошли, голосовали, весь народ голосовал, выбрали себе президента, парламент. Ну все, заживем, сейчас будем этих депутатов требовать с них там законов хороших, от президента требовать хороших дорог, там больницы, там образование и так далее. И тут вам приходят, бьют по голове, забирают у вас все, убивают вашего президента, ваших депутатов. И в принципе вы появляетесь в новой реальности. Вы живете уже, вам нового президента, новый парламент, которого вы никогда не голосовали, которого вы терпеть не можете. И начинается работа на службу вот, интервентов, оккупантов. И вы вынуждены жить в новой реальности. Но вы, как сознательный человек, понимаете, что это все сделано незаконно, против вашей воли. И вы говорите, нет, я с этим не согласен. Несогласных называют диссидентами еще. Вот это диссидентство, ваше диссидентство, оно выражается в полном несогласии. И вот какая бы армия ни была, какое бы атомное оружие не было, какие бы репрессии и угрозы и страх на вас не нагоняли, вы можете не согласиться в душе с этим и остаться с этим всю свою жизнь. И потому что у вас это забрать невозможно. Это ваша реальность. Вы верили в это, вы верите в это. Да, вы думаете, что возможно не произойдет. Кому-то приходит в голову, тогда лидерам не произойдет ничего и так далее. Финансы, все у них. Посмотрите, в 2014-2015 году России было все. Нефть 170 евро. Ну, невероятно все было. И все равно вы вынуждены не согласиться с этим и бороться. Да? Бороться вы можете разными способами. Можете не соглашаться внутри, не соглашаться с этой несправедливостью, знать, что вы свободный человек от самого рождения и до самой смерти, и никто не вправе против вашей воли что-то вас делать. Да, что не мешает другим людям, имеется в виду. Мы, чеченцы, именно так воспитаны и так живем и будем жить. И вот приходит время, когда вы можете просто говорить. И ни одна армия, еще раз я говорю, никакие атомные бомбы не могут у вас забрать это право. И достаточно несколько человек, которые грамотно, четко, максимально доходчиво до людей будут доносить нашу позицию. И нас, в принципе, достаточно. Вот кто обращает внимание, мы говорим от большей части чеченского народа. Да, это большая часть чеченского народа, она молчит. Но они все с нами согласны. 90-95% чеченцев согласны с тем, что мы говорим и делаем. Да, они боятся, кто-то уже разочаровался, может быть, да, но никто не осуждает и не против этого. 95-99 нормальных людей, которые не заинтересованы финансово в России и так далее. И вот та ситуация, которая была у России, там 170 или сколько, $140 баррель стоил. Еще немного, и мы тут там всю Европу купим, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это все рухнуло и рухнет, если мы этого захотим. Если мы сохранимся, придет определенное время, окно возможностей, и оно подходит, это время. И мы воспользуемся этим окном возможностей. Однозначно 100%. Мы будем мирным, ненасильственным способом добиваться наших прав. Восстановления наших прав, которые есть у всех почти у всех людей на этой земле. И мы также должны иметь. И мы древний, культурный, высоконравственный народ, без преувеличения, это так. Мы должны иметь равные права. Это неправильно, если мы таких не имеем. И мы их будем иметь. Цащи куюч. Да, финансы, да, нас будут запугивать, да, нас будут сажать, да, нас будут убивать по мере возможности своей, но мы все равно будем стремиться к лучшему.
Присоединяйтесь все, доносите информацию до общественности, до окружающего, рассказывайте, переводите разные статьи, тексты. Я вам сейчас очень интересную статью покажу. То есть, ну, не статью, а документ покажу. Тоже очень важно тоже переводить это все, доводить нужную информацию до нужных людей. Вот, давайте посмотрим. Так. Написанное пером не вырубишь топором. Договор о мире. Хочу вот рассказать о договоре о мире, который у нас есть в России. И что подразумевается под этим всем. Да? Мы же не просто говорим, что вот у нас есть права. У всех всего, что мы говорим, есть юридическое законное обоснование. Мы ничего не говорим, не подтвержденное именно что касается нашей государственности и государства. Или тех преступлений, которые совершены против нас. Все у нас имеется, как говорится, все ходы записаны. Вот смотрите. Написанное пером не вырубишь топором. Договор о мире и принципах взаимоотношения. Договор о мире и принципах взаимоотношения. Высокие договаривающие стороны, желая прекратить многовековое противостояние, стремясь установить прочные, равноправные, взаимовыгодные отношения, договорились. Навсегда, первое, навсегда отказаться от применения и угрозы применения силы при решении любых вопросов. Это договор между президентом Ельциным и Масхадовым. Второе, строить свои отношения в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. При этом стороны взаимодействуют в сферах, определяемых конкретными соглашениями. Третье. Договор является основой для заключения дальнейших договоров и соглашений по всему комплексу взаимоотношений. Четвертое. Договор составлен в 2 экземплярах, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания. Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Президент Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов. 12 мая 1997 года. Аслан Масхадов, президент Аслан Масхадов, руководствуясь этим договором, в тот же день Виктор Черномырдин и Аслан Масхадов подписали межправительственные соглашения, предусматривающие развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества и создание условий для заключения полномасштабного договора между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Документ, в частности, предусматривает первоочередное восстановление объектов жизнеобеспечения Чечни, выплату населению пенсий и социальных пособий, освобождение всех насильственно удерживаемых лиц. Американский юрист профессор Бойл расценивает это как признание России независимости Чеченской Республики Ичкерия де-факто. Он основывается на том, что в тексте договора официально употреблялся термин Чеченской Республики Ичкерия, что договор содержал ссылки на международное право как на основу двухсторонних отношений и целиком был составлен по форме межгосударственных договоров. Вот смотрите, вот этот договор. Именно на этих договорах, да, это всего лишь бумага, кто-то скажет. И не стоит договор, подписанный с Россией, той бумаги, на которой он подписан. И это тоже правда, как мы видим, они нарушили. Но факт остается фактом. Юридически у нас имеются все основания. И этот договор подтверждает, что мы являемся независимым государством, которым признает Россия. Более того, нас не только Россия признала, там Грузия нас признала официально и так далее, но нас признали все страны, входящие в ОБСЕ. Потому что наблюдатели от ОБСЕ приезжали наблюдать за выборами в Чеченской Республике Ичкерия, и выбор, где избирался президент и парламент Чеченской Республики Ичкерия. Да, не президент Чеченской Республики в составе России и парламент в составе России. Нет, Чеченской. И эти страны фактически нас тоже признали. И вот, пользуясь вот этими юридическими механизмами, документами, которые у нас имеются, мы должны отстаивать и доказывать свою правоту. Другого выбора у нас на данный момент нет. Как только появится окно возможностей, мы будем использовать другие методы, другие средства, другие ресурсы будут задействоваться. Они будут появляться, эти методы, ресурсы.
И мы полноценное государство со своими спецслужбами, со своей армией, со своей полицией. Да, это те люди, которые там же дома находятся, тут в Европе находятся. Мы все должны это привести, это в нормальное функционирующее состояние. И это мы сделаем, это у нас имеется. Как я задавал вопрос Хусейну Исхану по этому поводу. Он говорит, чуть ли не в каждом населенном пункте есть уже глава свой, который занимается непосредственно вот своей вот этой деятельностью. Это очень правильно. Эти главы должны быть специальные службы, которые отслеживают людей, которые занимаются противогосударственной деятельностью какой-то. И мы их будем отслеживать, мы их будем запоминать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так что все будет Ичкерия, да, мулла. Так, возвращаемся к вашим вопросам, господа, вашим комментариям. Так, Аслан, есть ли документальный фильм про имама Али Султанова? Я не знаю, секрет. Так, Чечня, Россия. Адархо, что нельзя решать за деньги, можно решить за большие деньги. Чечня, Россия. Милутиш, Адархо, ауйцек. Адархо, близо, уй, ауйцек. Дел, да, близо. Адархо, близо, Руслан, ну, мой отцом. Ну, посмотрим. Форма дуй рано или поздно, да. Так, можно, так, секрет, да, можно, Чечня, не Россия, не Адархон, ни за какие деньги, ни там каменное сердце и непробиваемая воля. Так. Есть врачи-убийцы в белых халатах. Ломова, Аслан, на дня у нас в селе Кот-Юрт было массовое похищение, есть инфа. Ломар Борс, я тебе советую не говорить о своем месте проживания, или если ты беспокоишься о своей безопасности, не пиши ничего. У меня нет никакой информации. Во всем виновата гибня, которая в 90-е расползлась по миру и мешала нас признавать как государство. Да? Как найти? Аслан, если в международном суде доказать, что взрывы были совершены самой Рашкой, она вторглась из-за взрыва, то должен ли международный суд признать, что вторжение оккупации незаконно? Совершенно верно. И Мадуева идуется как найти. И Мацундельевич Мадуева и Духадек и Гум. Больше, чем в этих убитых, этих 307 человек, у нас за один удар по Грозному, вот первый вот это, когда они по рынку ударили, по автовокзалу, по мечети, по роддому ударили, погибло больше людей. И Цадуич, Хардуич, Мадуевой. И это, да, это основа основ. Хотя из-за шадега дуй Цардуой. Цашику яцой. И шадол задокументировано, должду. Диц ханты качи есть просто. Нужно окно возможностей. Шайтановский айфон, это брать так. Эдмамед, салам асам, почему Чечня не участвовала в приватизации и народ Чечни не получил ваучеры? Салам, Эд, привет, это твой старый вопрос. Да, совершенно верно, Чечня не участвовала, потому что мы независимым, суверенным государством, и поэтому мы не участвовали. Мы не участвовали в выборах президента России, выборах парламента России, там Ельцина, когда избирали, там, и так далее. Мы во всем этом не участвовали. Даже когда нам сказали принять участие, это мы отправили, еще до Казавгаев, по-моему, отправил. Сказал, что мы не являемся Российской Федерацией, поэтому участие принимать мы не будем. Так что вот такие вот дела. Так. Мы не принимали, и нам полагается, конечно. Много чего нам полагается. Ичкерия Форев, майор Близов, главный идеолог. Да, идеолог. Увы, ну я так его не читаю. Иногда попадается он мне, а так я его не читаю. Так, Сергей Курочкин. Можно посмотреть его заметки, если не удалили. Сергей, чьи заметки? Скажите, пожалуйста, чьи заметки? Так, Слава Ичкерий, вопрос. Закаев легален? Легален, Слава Ичкерий. Да, Закаев на сегодняшний день
легитимный руководитель чеченского независимого оккупированного государства в лице премьер-министра правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом. Преемственность власти сохранена, несмотря на жесточайшие убийства, жесточайшие преследования. Вот все Россия сделала. Но вот как и бывает, как мы, чеченцы, и умеем, из самой безвыходной ситуации мы смогли выйти и получить, сохранить свое правительство и свою государственность. Несмотря ни на что, ни на убийства, запугивание, подкупы и так далее. И это заслуга Ахмеда Закаева и вот Хусейна Исханова и других товарищей, которые там рядом были, которые этим занимались. Дейл Рейс Хульцан Масарна. Вот что я могу сказать. Так, секрет Сигахожа, понятно, были бы так. Привет всем адекватным людям, Ярик ТВ. Привет, Ярик. Так, майор Близок курирует медиапространство шведского Пиночета. Ах, я просто не смотрю этого. Как это? Аслан Баркович, отдых, что все так зафиксировано. Да, мула. Так, Россия, если признает, то сразу оккупирует. Смотрите историю. Россия, если признает, то сразу, смотрите, так. Одно время курил сигарет Осиевский на ютубе. Я, наверное, что-то пропустил, Сергей. Одно время курил сигареты Ичкерия. Я с преподавателю своему по философии подарил эту пачку Ичкерии. Я ее привез из Чечни, и в Питере я подарил преподавателю по философии вот эту пачку. Так. Маждада, иногда читаю я сам, пусть люди познают правду о том, что Земля плоская. Маждада сегодня в ударе, короче. Я рад, что не участвовали, иначе как нам тыка по сей день этим создавая картину, типа Дуда пришел в власть, хотел отнять часть России. Да, и при всем при этом, даже если мы этого не делали, подчеркивали, что мы этого не делаем, не хотим вообще ничего с вами, все равно они говорят, что мы есть их часть. Ну, мерзавцы. Так, Ярик говорит, даже был коньяк в войнах. Да, был такой. Российские военные в Гаагу за преступление в Чечне и в Украине надо написать. Секрет Трампер говорит. Плоскости не существует, иначе бы российские ракеты взлетали. Серж. Да, взлетали бы и в цель попадали бы. Так. Не спал сутки, нужна подзарядка, говорит, чеченский след. Так, Евгений. Чтобы осудить РФ за взрывы на международном уровне, необходимы лидеры основных держав с остальными шариками. Но сейчас в основном там в лидерах... Да. Ну, тут знаете, какая ситуация? Тех политиков, которых мы видим на самом деле, которые представляют, да, они играют большую роль и так далее, но они все равно ориентируются и обязаны ориентироваться на ту информацию, которую поставляет Министерство обороны, специальные службы. И есть реально политики, которые должны отвечать, там как-то делать. И когда вам на стол кладется информация, вы можете где-то, вот вы с Путиным договариваетесь, допустим, у вас там какие-то там миллиончики должны перетечь на ваш счет какой-нибудь секретный. И тут вам говорят, да это же людоед, как вы с людоедами будете дела делать? И вот в этот момент вы можете где-то, как это делал, наверное, и Трамп, где-то как-то смягчить удар и так далее. Но в принципе, все равно, если государственная машина, которая уже много веков уже, за веков отработанная уже, она все равно работает. Она по инерции даже работает при полном там попустительстве. А в этих странах нет такого попустительства. Просто они не чешутся, как говорится, когда это не касается их. Или они ждут пока. Вот мы им говорим, вас коснется. Они смотрят, ну не коснулось ведь.
Да, ну коснется, мы говорим. Но это вас пока касается, поэтому еще надо разделить на два, что вы говорите, говорят. Потому что вы-то заинтересованная сторона, и вам как бы, может, не особо, может, вы хотите нас задействовать, чтобы вам полегче стало. И вот мы потом приходим в ситуации, когда и мы уже не можем достаточно сильно оказывать сопротивление, и они как бы уже не готовились и получили по морде, как говорится, как это было с Америкой. Америка получила пощечину просто по лицу. Если Трамп реально был креатурой Кремля. Это просто, это, ну, на века позор просто. Такая пощечина. Если это все правда подтвердится, это просто сейчас пока разбираются и будут выяснять, так-сяк. Но окружение Трампа многие сели. И я не знаю внутреннюю кухню Америки и не хочу туда влезать, если честно. Я общаюсь с некоторыми американцами, которые говорят, что Трамп это не очень хорошо, и я верю этим американцам, потому что это очень... А Трамп это, а Байден это более такой будет. Я прямо задаю вопрос, что для чеченцев будет хорошо, кто будет хорошо, Трамп или Байден? И у меня все так, без вот этих ходов. Я прямо спрашиваю. И мне говорят, да, ну есть, например, Юрий Табах или Гарри Табах, который так топит за Трампа, что ты иногда думаешь, ну елки-палки, может все-таки я что-то не понимаю. Ну, хотя, с другой стороны, Табах, наверное, может, имеет какие-то свои, какие-то там израильские вот эти интересы, да, Табах, пенсионер, и Израилю реально во время Трампа была большая поддержка, на мой взгляд, хотя, не знаю, ну, не знаю, короче, какая у них там ситуация, но в любом случае, мне кажется, все будет ичкери, все пойдет по тому направлению, что Россия будет, ну, просто стонать и выть от этой ситуации. Но вот демократия привела к тому, что Трамп все-таки был, наверное, был Путиным внедрен. И этот механизм сейчас развернулся. Американцы поняли, что им дали по носу щелчок. Получите. И зря американцы нам не помогали, зря они расслабились, зря не пустили. Но американцы и вот западный мир при всем его вот в этом такой свободный, открытый там и так далее, американцы русских не пустили в святую святых. Вот там спецслужбы, какие-нибудь там закрытые службы, органы. У них так доступа нет. Даже которые есть там, у европейцев, у немцев, там, у других французов, там свои вот эти вещи. У русских там такого всего этого нет. Да, не везде банковская среда, там русские, ну везде просто. Криминальный весь бизнес русские здесь занимаются, подмяли, да, на самом верху, причем там наркотики в основном это. Вот этим занимаются. Но потихоньку будут оттуда всех вытуривать. Все, до свидания. Пока Россия не станет снова, помните, как Ельцин пришел и в Сенате США сказал: Господи, благослови Америку. Но вот пока они не начнут вот до того состояния не дойдут, когда Жириновский то же самое говорил, Ельцин говорил, там все просто молились на Америку. Вот пока до этого уровня они не дойдут снова, с ними разговаривать не будут. А они дойдут, и вы увидите, и вот эта вся вот эта суперспесь, что мы такие великие, там, непобедимые, там, и так далее, это сменится вообще без проблем. Никто не будет там бить себя по лицу, как я опозорен там и так далее. Вообще без проблем. Опять быстро переобуются, и вы даже не поймете, что произошло. Это не будет как Аслан Масхадов, Джохар Дудаев гибнуть на поле боя, руководители, там, 3-10. Как только дойдет определенная ситуация, вот, ну все, больше мы не можем, все, надо. Все пойдут и будут умолять. На колени стать.
Вообще без проблем. Ставим на колени. Боже, храни Америку, сказать. Пожалуйста, все, что вы скажете. За рубль спляшут просто. За лишний доллар спляшут просто. И этому придет все. Вот это величие все. Мы это видели. Нет там никакого величия. Величие на словах только. И оно все пройдет. Успокоятся. Просто от американцев ждали, пока их коснется. Коснулось. Так, давайте посмотрим, что вы пишете. Будет ли стримы с интенсивными людьми? Будут, конечно. Может не стримы, но записи будут. Да, по Табаху думаю именно так же. Знание Маш, Стамахин клевый дядька, говорит Ярик. Так. Стамахин достойный мужик, говорит секрет. Анзорина, Байден процитировал хадис пророка, мир ему, благословение Аллаха. Отлично, если процитировал. Деньги это средство для человека, а решение принимает интеллект. Деньги это средство для человека, а решение принимает интеллект. Так, Россия не свободная псевдоэкономическая зона особого режима, жителями больными кремлевским синдромом. Да, имперским кремлевским синдромом будет точнее. Каждый день говорю, Боже, храни Америку. Да, здесь происходит истерика, когда я пишу себя на канале, Боже, храни Америку. Просто обязательно зайдут тролли, на работе люди, которые зайдут и отметятся. Нет, Америка это, Америка то. Чтобы ни одно упоминание хорошее про Америку, оно не должно остаться без комментария. Такое правило. И Америку давным-давно преследовали. Вернее, ко всему этому готовились. Может, Америка такая большая или такая самоуверенная была. Теперь-то, я думаю, самоуверенность можно чуть-чуть отодвинуть. Особенно после вот этого эпопеи 4-летним правлением Трампа. В России готовились в вузах, каждый урок, каждая лекция, первая лекция начиналась, что главный враг это Америка. Вот в ментовских вузах там и так далее готовились. Неужели не было информации об этом? Неужели не видно было, что готовится вот эта ситуация? И нельзя было действовать на опережение? Не знаю, может еще какие-то там подводные камни течения. Может нужно было, чтобы они так себя вели. Может нужно было дать Путину совершить вот эти преступления, чтобы потом привлечь его за эти преступления. Но это страшное преступление, которое мы будем всегда об этом говорить. Всю свою жизнь. Эти преступления мы обязаны говорить. И мы будем об этом говорить. Никогда это не прекратится. Не прекратилась высылка 1944 года. Не прекратилась. Также не прекратится и это. Будем говорить, будем добиваться. Чем больше нас будет об этом говорить, тем лучше, конечно. Каждый день так. Анзор. Как относишься к Байдену? Будь ты американцем, проголосовал бы за него. Зачем на него? Просто уйти оттуда. Мождат Медведев, вай бусал ваш вел, субханаллах. Так, посмотрим. Хусейн на ФБ, речь Хасбулатова в суде Закая в Лондоне. Дело Закая проблем с вами. Насколько это правда? Леди говорит, да, это правда, леди, конечно, это Хасбулатов эту речь говорил или писал ее, может присутствовал на суде. Он там заявил фактически, Руслан Хасбулатов, который очень много сделал для того, чтобы у нас там ситуация расшатывалась и боролся с Дудаевым за власть, написал вот такую честную речь в суде, и за это, конечно, у меня к Хасбулату вообще вопросов нет. Четко юридически разложено лицом, которое являлось вторым лицом Российской Федерации, разложил четко, конкретно. Это тоже документ, которым мы будем пользоваться. Вот что есть, то есть. Тут недавно Кадыров, например, сказал, что 300 тысяч погибло, да, людей убито у нас. Это официальный российский чиновник говорит. Это дорогого стоит. Я не знаю, почему он это сказал, но он это сказал.
Не дали ему по рукам за это или не знаю как. Ну, четко сказал, 300 тысяч у нас погибших. Это очень серьезно. Такой человек публично, человек, руководитель, гауляйтер, установленный русскими чиновниками, говорит. А недавно он сказал с Русланом Курбановым, надо найти это видео, я даже могу сейчас поискать, сказал, что войну в Дагестане вот 99-го года начали не мы, не чеченцы, Басаев там это начали. Он сказал, что дагестанцы начали, а эти, говорит, ваххабиты, пошли им помогать. Как и было, это была спасательная операция Басаева и добровольцев, которые пошли помогать дагестанцам, воевали дагестанцы. Не было никакого нападения на Дагестан. Они хотели втянуть чеченцев, Басаева в эту войну. И даже мне рассказывали, что там Хасавюрт, что ли, или Махачкала, там можно было там несколько десятков километров дойти, и все, ты уже, например, в Махачкале окажись. Ну, я не знаю, какой там населенный пункт, большой город, он мне рассказывал человек. Ну, в городе воевать, это наш конек, как Хусейн позавчера говорил. Мы спецы в области войны в городских условиях. Это лучше нас никто не умеет делать. И мы могли бы и Хасавюрт, и Махачкалу там держать там месяцами. И так далее, и так далее. Да? И так бы не бомбили бы, как нас, наверное. Хотя, может, и бомбили бы. Ну, думаю, так бы не бомбили бы точно. Пытались бы проводить какие-то операции там туда-сюда, но не бомбили бы. Короче говоря, вот такая вот ситуация. И Кадыров это тоже признал. И это тоже, это отлично говорит. Это не освобождает Кадырова ни от какой ответственности, но факт остается фактом. Глава субъекта Российской Федерации, который они называют таковым, признается, что мы не нападали. Басаев, он-то не за нас, он с другой стороны. Наши не нападали, он говорит, на их. Да, это что, это дагестанцы война была, так и было. Так, пойдемте дальше. Аслан, кстати, чеченских бардов посоветуйте слушать. Я не разбираюсь особо, у меня с музыкой так. А вы, я, может, кого-то помню. Ну вот, да, Муцераева вот говорят. Может, можно Муцераева, Тимура Муцераева можно послушать. Так, каких чем бардов? Так, да что-то мне кажется, что Байден о нас еще вспомнит. Да-да, Байден вспомнит. И мы ему не дадим забыть о нас. Выпуск. Американцы самодовольные, высокомерные имперцы. Это кто у нас говорит? Не потерял, короче. Выпись. Анзор Ренога. Самодовольные, высокомерные имперцы. Но они не имперцы. Может быть, самодовольные. Может, где-то ты видел у них высокомерие. Но они не имперцы. Почему же? Американцы чужие земли не захватывают, как это делают русские. И о величии, там, расширении своих границ не мечтают. На колодцы потянуть их надо, говорит Аслан Лорс. Кстати, Аслан, опять же, Кадыров говорит вот в этом интервью, Руслану Курбанову он там дает это интервью. Кадыров говорит, что мы очень много там помогали в Сирии людям, там это делали, потом колодцы рыли, говорит. А вы помните эту эпопею, да, как все колодцы начали рыть, создавались там деньги, финансирование шло там и так далее, и так далее. Может, они таким способом, может, деньги просто выводили при помощи колодцев. То, что они от души что-то хорошее делать будут, мы слабо верим в это. Может, они в Африку деньги вывозят вот под видом этих колодцев. Создаются эти фонды, там, отправляются там туда-сюда. Хотя это может быть все и прозрачно, но не знаю для чего. Но Кадыров говорил именно про те колодцы, которые Сапсабиль, Мапсабиль. Вот они тоже строили вот эти колодцы. Собирали деньги там и так далее. И вот почему-то по странному обстоятельству, совпадению, Кадыров, оказывается, тоже эти колодцы там делал, финансировал, там очень помогает людям, там все такое. Вот откуда все вот эти уши торчат, ноги растут, да, из этой ситуации. Вот, мне так кажется. Ичкерия Forever.
Вилпес, найдутся тузики, которые и Байдена, и не Байдена от нас отобьют. Гибня не дремлет. Сколько нужно откопать колодца Путину, чтобы его посчитали своим братом? Да, уже видели, Путин начал уже Коран положил перед столом уже, прикиньте, вот какое лицемерие, а кто-то ж потом будет доказывать, что Путин это же нормальный парень, он за мусульман, посмотрите там и так далее. Так самый главный враг, не только мусульман, всех человек, всех людей на земле. Это момент. Так, Аслан, как ты думаешь, в Российской Федерации 1% это верхушка, 10% это их обслуга, а остальные это алкоголики и рабы, им все равно, они кору дуба будут есть, лишь бы барину было хорошо. Как ты думаешь? Эд, я согласен с тобой, что очень много алкоголиков и рабов. Очень много, большой процент среди русских. И, наверное, ненормальным русским должно от этого быть очень стыдно. Потому что мне за кадыровцев, которых вот на наших глазах прям все видели, как их нам навязывали, какие потери мы понесли. И как бы у нас есть законная отмазка, мы не согласны. И я в том числе не согласен, и каждый день это высказываю. И все равно мне за этих кадыровцев стыдно, что они являются частью моего этноса, моего государства, представители моего государства. Наверное, нормальным русским тоже за них стыдно, за своих стыдно. И да, возможно, они так не подымутся. Но здесь сейчас мир изменился. Вот у меня на что надежда это. Мир изменился. Есть возможность доносить информацию посредством интернета, ютуба. И Россия намного ослабла. Она уже вот этот механизм, конечно, карательный механизм у них существует, он функционирует, и он будет функционировать, когда будет необходимо. Скорее всего, он будет запущен вот в 2021 году, со следующего года его запустят, уже он так-то никогда не останавливался, имеется в виду массово, более массово это уже все начнется. Но есть люди, есть технологии, есть возможности, и есть надежда, что все-таки вот эта небольшая группа людей, русских людей, которых достаточно 3-4% от всего народа, и там с десятых лидеров, которые начнут вот это все поднимать, это ничего не имеет общего со форумом «Свободной России», конечно, это симулятор и ерунда полная. Полнейшая. Тут люди некоторые отзываются об этом. Там есть, я имею в виду, руководство этого форума. Строго только речь о руководстве, которые взялись это как все вести. Там прекраснейшие люди, уважаемые люди, которые я лично искренне уважаю, которые собираются правозащитники. Но руководство это все фигня и симуляка. И, конечно, из этого трудно что-то возродиться. Но будем надеяться, там они хоть перезнакомятся нормальные и, может, создадут. Для этого опять нужны финансы. И есть надежда, что вот это все ослабнет, и вот тогда произойдет вот, при помощи, конечно же, Америки, при помощи Запада произойдет вот тектонические сдвиги, изменения в этом деле. Будем на это надеяться. Другого выбора нет просто. Будем на это надеяться. Так, Ичкерия. Им до сегодня каждый маляр, столяр и только профессиональный юрист и историк. Главное, чтобы борода была. У кого халат, того и доктор. Анекдот был такой. Хожа Хашбеков. Скоро увидим Путина в костюме НАТО и с бородой. Спаситель и возрождатель исламского государства. Да-да. Есть видео, российские самолеты бомбят дагестанцев. Да, есть чеченско-средиземский Сахар, есть видео, но они населенные пункты, деревни, вот там они, да, бомбили. Это, конечно, из-за этого же наши и пошли помогать. Из-за этих бомбежек, из-за чисток. Но, может быть, так в порошок Махачкалу не стерли бы. Хотя, может быть, стерли бы. Если они детей из огнеметов в школе Беслана расстреляли, то какая им разница вообще? Есть вообще детей, это вообще, это было самое, то же самое они в Чечне делали, это самое ужасное, что только возможно.
Так, Сергей Курочкин. Хасбулатов на то время был самый лучший из Верховного Совета. Да, да, можно сказать так. Можно сказать. На тот момент, да. Обрусевшие рабы. Ичкерия Фуре, может, ничего смешного, когда... Так, это не мне. Для некоторых главное, чтобы кто-то хадис процитировал, они готовы этого человека возносить. Да, и дукой дуйцек. Вот в этом и проблема. Причем этот человек необразованный. Вот кто хадис этот прочитает. Главное, внешние атрибуты. Борода, риторика исламская, мусульманская и так далее. Побритые усы, там все такое, штаны и вот особенно военная там форма, рюкзак, это такое. Смешно, смешно просто. Да, это люди, которые так ходили, реально отдавали свои жизни. Во что-то веря, во что-то неся с собой. Они не убивали женщин, детей и стариков, они воевали против вооруженных людей, законную цель комбатанта на своей территории. Да, они использовали религиозную риторику, да, они знали, что они погибнут, большая часть из них погибла. И некоторые брали с них примеры. Они, как мода пошла, вот эта борода, сбритые усы, вот там появилось это движение, да, это течение, это мода. Ну, этот стиль у них, это был стилем их жизни, их образ жизни. Так как они погибли, веря в то, что делают, да. А другие, которые не считали так, как они считают, им не зазорно им воровать в магазине, там, употреблять алкоголь, там, еще что-то делать, там, сожительницами существовать. Но при всем при этом у него борода есть, у него риторика есть, вот он там, я же говорю, я же это, я что. И в этом плане, конечно, это очень, ну, не вижу просто, это обман, лицемерие. Так, ну ладно. Так вот, Адам Цетер, говорят, вчера Матвиенко на заседание пришла, никого. Мама, салам алейкум, Аслан. Как ты относишься к деятельности Руслана Китаева? Алейкум ассалам. Китаева, Сунцевой, может, и Руслана Кутаева имеешь в виду? Ну, давай поясни, что ты, кого имеешь в виду. Аслан, скажи честно, вы завербовали что-либо академика? Просто в последнее время он тоже начал видеть в его речах направление реалити. Да, Кадыров нас смотрит. Кадыров нас смотрит, и там главные там у них смотрят, да, потому что они знают, что отсюда ветер подует. И, видимо, тогда цепляет, может быть, да, что какие-то вещи здравые, может быть, доходят. Но я предложил, если у меня все в силе, Рамзан, если смотришь, когда он связи вал, мы тебе защиту по программе защиты свидетелей полностью, Асимия Шадышева, Эрдо, только ты должен будешь всю информацию, как на духу, как перед Господом Богом, полностью всю информацию выложить, и все, и после этого у тебя будет все нормально, да. Аслан Лорс, Аслан, как думаешь, наш договор с Россией хотят ли слышать в Европе, ведь им придется помогать, как украинцам? Не хотят, Аслан, не хотят, Буш Мадуева не хотят. Вот в том-то и дело, мы должны требовать этого, понимаешь? Вот у тебя есть на руках вот документ, который показывает, что ты имеешь на это право. Это твоя обязанность, твоя прямая компетенция, именно ты это должен доводить до людей, доносить, привести к тому, что тебе нужно. А они этим воспользуются, когда это им станет нужным. Когда им это станет нужным. Вот мы должны как-то сделать так, чтобы уже происходит, что им нужно. Они понимают, что в любом случае нужно будет с Россией, вот с этим режимом что-то делать. Его нужно осудить. Осудить его будет отлично, осудить, если это будет сделано
по нашим требованиям. За MH17, за Украину, за Сирию. Там все документируется. И в Сирии, и в Украине. Все документируется. Я уверен в этом. Я уверен, что у нас на Ичкерии тоже все документируется. Есть много, конечно, потеряно. И я думаю, да, Аль-Му'ла все будет отлично. Да, Аль-Му'ла. А помогать, ну помогать, никто нам не будет, тоже надо понимать. Помогать нам, что вот мы чеченцы, и нам надо помогать. Нет. Нам будут ставить условия. Вы хотите инвестиции? Хотите, чтобы банк, какой-нибудь швейцарский банк или немецкий банк, американский банк находился на вашей территории? А если есть американский банк, например, на нашей территории какой-нибудь, да, крупный какой-нибудь, известный, то значит любой инвестор готов будет туда прийти. Под любые, да, туристический бизнес это будет, там в горах мы на лыжах кататься будем, там, или еще что-то. Под любое дело, любой бизнес, любой инвестор захочет прийти, если у нас там будет находиться американский банк. Но чтобы находился у нас американский банк, этот американский банк там такие условия может выставить, что мы задумаемся, может нам не нужен этот туристический бизнес, эти инвесторы, потому что и это большая проблема, но к этой проблеме сперва надо дойти, дожить до этой проблемы. И она станет обязательно. Да? Банковская система, она прямо захватывает и за горло. И если вы, например, представитель будет коррумпирован, да, решать-то можно будет по-разному эти моменты, или же заинтересован в том, чтобы на плохих условиях для Ичкерии эта банковская система там вошла, ну, чтобы мы стали частью банковской системы, мировой частью банковской системы, чтобы мы могли карточками пользоваться, чтобы мы через интернет могли все платить, покупать там, туда-сюда, ну, много там ведь, да, вещей делать могли, страховые там эти всякие необходимые вещи. Если мы на плохих условиях заключим, то это тоже кабала в какой-то степени будет, банковская кабала будет. Да, вы будете свободными, у вас все будет там и так далее, но этот банк, эта банковская система будет вас ограничивать. Но у вас есть парламент, и у вас есть свои какие-то механизмы, где вы будете этот банк пододвигать, эту банковскую систему. Я просто только про банковскую говорю, это самое важное. А есть еще другие вещи, другие механизмы. То же самое касается политиков, какие у нас будут. Да? Важно, чтобы эти политики преследовали интересы именно чеченского государства, граждан Чеченской Республики Ичкерия. Они преследовали интересы, например, других государств, которые там, может ему там пообещать дачу, или еще что-то, или еще что-то. Ну, Бог будет, должна быть... Вообще, коррупция должна... Вообще, коррупция, это... Если будет коррупция, я не буду жить в этом государстве. Но открытая такая будет коррупция. Я прокляну это государство. Свободное чеченское государство, коррумпированное, если оно будет. Это не это посмешище. И у нас в культуре этого нет. Вот если эти вещи... Эти вещи, если заниматься, это... Много чего придется нам делать и помогать, возвращаясь. Нам захотят все, если мы будем нормальным государством, потому что у нас маленькая жемчужина наша, реально как Швейцария, только у нас еще и нефть есть, и мне кажется, круче, чем Швейцария будет. Но то, что сделали швейцарцы, нам нужно будет лет 50 все делать, там, я имею в виду в горах, вот эту коммуникацию, в горах Швейцарии, я сейчас уже отходя от темы, будут нам помогать или нет, они ради себя не будут, я имел в виду, будут ради нас не будут, ради себя будут помогать. Банки, любые другие инвесторы, все будут преследовать свои интересы. Поэтому и всем будет интересно на нас заработать, на нашей стране, вложиться туда. Даже нефть, например. Нефть нашу всю качают, например, говорю, да, русские. Они загрязняют атмосферу, эту природу, все делают плохо. Например, если это делают англичане, они делают это, или американцы, или там турки, они это делают совсем по-другому.
Так вот, у нас опять же всех этих технологий нет. Да, если когда русских прогоним. Мы же не будем варить опять эти кастрюли, погибать там люди будут. Там, в общем, ну, это и нельзя так делать. Даже если это твоя страна, ты не можешь поставить у себя и качать эту нефть. Да, она принадлежит, ее нужно делить поровну, там каждый гражданин должен получать часть своего дохода, но это должно делаться государством, управляться государством, и недрами государство должно управлять. Вот я про Швейцарию говорю, в Швейцарии в горах, ну как горы, ну это уже такие холмы большие, как горы, это уже такие вещи. Дома расположены, такие фермерские домик, ну не сказать ферму, шикарный большой дом, большая ферма, там все такое. И там коммуникации, канализация. Представьте себе гора, там канализационный люк. Это там выкопан, там идет общая канализация, общий свет там и так далее. Я имею в виду, если вот до таких коммуникаций, до таких возможностей довести наше дело, ну, нужно будет много лет. 20, 30, 40, 50 лет на это потребуется. Но мы это сделаем. Мы можем это сделать. Да, Алмула. Да, Алмула. На помощь от США или других исламских, это глупо. В начале войны весь мир молчал, требовали. Салауди Саиду, надеяться на помощь от США и Совета Европы или от других исламских стран, это глупо. В начале войны в 1995 году весь мир молчал, тряпочку. Салауди, да, наверное, ты прав, что глупо надеяться только на них. Но надеяться, конечно, и требовать нужно. И сказать, что вот отказываемся вообще от какой-либо помощи, от Америки, от Европы, но это не совсем будет правильно, во-первых. И это очень нужно русским, потому что нас дискредитируют, нас именно поэтому, чтобы на нас не обратили внимания, для того, чтобы с нами не заговорили на равных. Для этого пытаются. Но с нами говорят на равных, и нами достаточно обращают на нас внимание, хотя мы не очень бегаем за ними. Да? Например, у нас было представительство ООН, это Ичкерия, его по какой-то причине сейчас нет. Вот у меня вопрос, кто ответственен за это? Почему у нас было место ООН, представительство ООН, и оттуда это все это покинуто? Не знаю. Это раз. Во-вторых, в 95-м началась война, в начале войны весь мир молчал, тряпочку, говоришь ты, не совсем это так, мир не молчал, было огромное количество журналистов, очень много людей об этом говорили, и может некоторым нашим ребятам, нам, некоторым людям может не понравится, что я сейчас скажу, но я считаю, что войну мы, первую войну, выиграли при помощи Америки и Европы, ну, в первую очередь Америки, которая реально дала нам возможность доносить нашу правду. И как относилась Америка к нам, так относились некоторые НТВшники, другие там так называемая элита России, там интеллектуальная элита России, которые ездили на Запад, имели связи, и они понимали, если американцы одобряют, значит и нам как-то нужно слово сказать, где-то как-то делать. Это все взаимосвязано. Это как с банковской системой, это американская. Если она там находится, значит это уже вызывает доверие. Точно так же и так было. И если мы помним, при всех минусах, что были, что это, ну, надо признавать, и если 855 человек зашли в город, тогда еще Грозный, и полностью его блокировали и вынудили русских пойти на переговоры, то именно ОБСЕ, именно Запад организовал и гарантировал и встречи, и переговоры, и помогал всячески. Вот. Это важный факт. Если бы не было бы американцев, давайте так сделаем. Во Вторую войну практически не было ни американцев, ни европейцев. Про арабов, турков, турки тоже чуть-чуть были. Про арабов можно вообще забыть. Вот не было во Вторую войну турков, американцев, европейцев. Вот эти люди, страны, народы, которые нам помогали. Их практически не было. Вначале чуть-чуть были, потом ушли. Что сделали с нами? Мечты Качевой. Да? Мы же понимаем, что они нам ад устроили там.
И все вот тогда молчали в тряпочку. И поэтому сейчас не начинают эти расследования, которые мы там в Гааге, там где-то что-то говорим, не слушают нас. Именно поэтому. Потому что сами в какой-то степени причастны к этому. Да, морально они несут ответственность за это. Но тоже же не хочется потом, какая-то фамилия какого-нибудь там Джорджа Буша всплывет где-нибудь, или Билла Клинтона какого-нибудь, или еще какого-нибудь здесь. ОБСЕ, в Совете Европы много было коррумпированных, настоящих коррумпированных, продажных, подлых мерзавцев, тоже мы это все знаем. Поэтому, конечно же, Запад нам помогал. И всегда полностью на них надеяться тоже не надо, это тоже правильно. Но другого в мире механизма не существует, кроме международного права. Для того, чтобы ты мог защищать свои какие-то права не насильственным, невооруженным способом. И это очень эффективный способ. И нам он подходит больше всего. Здесь самое плохо в войне, самое плохо, что гибнут люди. Этот человек не просто чей-то брат, сын, отец. Это человек носитель идеи и информации. И какой-то, да, там, статуса. Аслан Масхада, убийство Аслана Масхада, это потеря не только для его семьи, это потеря для всего государства, для всех чеченцев это потеря. Многие, даже, может, некоторые не понимают этого, но это большая потеря. Он уносит с собой огромное количество информации, огромное количество связей, ну и вообще свои видения. Человек уникален. И вот нам нужно сделать так, если мы строим государство, чтобы мы сохранили вот эту интеллектуальную, эту главную вот эту нашу составляющую нашего общества, которая есть. И когда вы ненасильственным правовым способом защищаете свои, вот эти, отстаиваете свои права, у вас больше возможностей собрать интеллектуалов, потому что они не будут гибнуть. Их, да, будут убивать. Как только мы поставим реальной силой, как только мы начнем реально делать, вот Ахмед Закаев для них реальная сила, на него идет покушение, готовится покушение других. Все, кто здесь говорят, их тоже отслеживают. Хусейна Исханова, я знаю, на него тоже там готовятся разные там провокации. Это тоже известно, и об этом тоже надо будет говорить. Пока еще мы не можем все озвучивать. Но это такие вещи происходят, да, и поэтому все молчат. Не потому что они неграмотные, не потому что они говорить не... Они молчат, потому что опасно. Я когда реалити свой канал открыл, люди, которые ходят даже в правительство, представляются как от правительства, не давали мне интервью. Я сказал, давай поговорим. Не поговорим. Потому что у меня родственники там туда-сюда. О чем мы еще можем говорить, да? У нас есть совет старейшин, у нас есть другие организации. Работа не ведется. Работы мало ведется. Мало ведется. Все зависит от нас. Все зависит от нас. Ничего больше нет. И мы можем, мы все можем на самом деле. Вегабол ниц вахич дать. Вайтец дойдарк, иш бац мачуны вайганиц, имел бог ниц бухаишу вайгабег. Валла биллахи бук, инзари бог ниц бук вайгабег. Куз Европе чуа, гырча дайт ниц бук вайга, гырча буйсан, да хюттер дуай. Да, мула, цаши куяц, да. Просто Шавига пребывает в этом шоке, ужасе, что произошло с нами. И вот ждут ситуацию. Вот сейчас вот это поменяется эта ситуация. Но она может через 10 лет поменяться, через 20. Вот тогда все выйдут. Но они могут сейчас выйти и сейчас изменить. И практически никто не пострадает. Да, некоторых, может быть, убьют, некоторых, может. Там это что-то как-то случится. Но если нас будет больше, это будет намного сложнее сделать. Потому что у них смертников тоже нет. Практически все задерживаются. Киллеры, которые сюда приезжают. Ну там бывает, конечно, на доверии, как с Мансуром Старым, скрыться могут там и так далее. И что до. Так, давайте дальше к вашим вопросам.
Так. В Мексиканском заливе катастрофа, которая изменила течение Гольфстрима. У нас непривычно тепло. Говорит Сергей. Это где у вас, в Мексиканском заливе? Катастрофа, которая изменила течение. А что за катастрофа? Так, при всем уважении к тебе, в твоей деятельности, может, я изгоряча это сказал. Салауди, я просто долго говорил. Нет, я прекрасно понимаю, что ты говоришь. Я долго говорил не потому, что я хотел все. Я иногда говорю, я, например, Анзору Масхадову недавно сказал, там, Айдот Тахелич, спроси у него там, туда-сюда про Тузика, про агента ГРУ. И мне пишут, ты это грубо сказал. Я не имею в виду ни к тебе, ни к Анзору Масхаду что-то грубо сказать. Wallah, не имею. Да, просто я в процессе общения могу вот так как-то сказать и начать там увлеченно что-то рассказывать. Но ни в коем случае целарам бои, целашари, куралер, заранее наперед смотрит и должен говорится, да. Мне написал человек, Анзорик, и что вы элара туда-сюда. Сам алвеш цель, я хвигаю. Так, Сергей поговорил, откуда им вот. Так. Аслан вакцину сделал спутником, говорит, создать канал не принимая. Нет, конечно, ты что, спутник, это же... Ну, хотя это, наверное, вакцина русская, которая была уже перед тем, как Путин запустил коронавирус, COVID-19. Forever, Маш, а с чего, а это с чем едят? Ибрагим, так, вы между собой уже здесь. Так, создать канал. Аслан, если ты, например, президент, то оппозиция как будет себя чувствовать? Странный вопрос. Я не планирую быть президентом. Серж, в 30-е европейцы знали про голодомор и сладко. Если в крови тоже жрали хлеб. Так. Больше всего бы нам помогала не юрисдикция, а ядерное оружие, чтобы пригрозить Рашке. Как, знаете, если бы у нас было ядерное оружие, мы бы нормально уже, цивилизованно жили бы, со всеми договаривались бы, находили общий язык. Вот. К большому сожалению, нет у нас ядерного оружия. Салауди Саида, будем надеяться на то, что за все преступления преступники будут привлечены к ответственности. Да, кто будет в Астане ночью, ближайший шашлычный ареал, сходите смачно. Леди, не уберегли Масхаду, надо было его в первую очередь вывести из страны. Да, валлахи, надо было. Я это сказал, на меня как на дурака, до сумасшедшего посмотрели. Да, надо было как-то. Ну, мы, знаете, мы заложники своих вот этих принципов и амбиций. Да, они нас делают чеченцами. Но как бы президент, он непререкаем, он практически святой должен быть. Вот он не должен не испугаться, не дать повод подумать, испугаться, что вот он оставил на поле боя там своих, а сам уехал там и так далее, и так далее. Также то же самое, если взять, как из Джохара выходили во Вторую русско-чеченскую войну и пошли первыми командирами. Ну, это, конечно, в истории такого не было. Никто так не делал. Ну, давай. Дал азвот обал дуэльтер массер, дал си дуэльтер массера, дал рейс культян массерна. Но надо понимать все равно. Одно дело наши вот эти принципы вещи, а другое дело командиры. Без командиров все. Вот там, например, мне 18-20 лет. Я оказался в этой мясорубке в первый раз. И мой командир погиб. Я не знаю командовать. Нас 20 человек и все 20-летние, 25-летние. У меня нет ни с кем связи. Нет это. Что мы сделаем? Мы уже группа людей, которые разбредется домой.
И ни в коем случае, демек шманацарис, ни в коем случае. Но диркис, выживать, да, не только воевом, еще как-нибудь выживать, да, ай макридой. Так. Аслан, ты красавчик, если вырезать отдельные обращения, будет грубо. А я, по сути, ты обращался к нам и на этой же волне Анзор. Это нормально, но враг может использовать фрагмент преподнести. Может, да, конечно, может, они уже там, пока они меня сейчас игнорируют, что очень хорошо, в принципе, но я думаю, они скоро перестанут меня игнорировать, и тогда будут все мои ляпы, все мои вот эти вещи выкладывать. Ну, что поделаешь, мы знаем, на что идем делать. Главное, у меня есть конкретная группа людей, которые мне доверяют и которые могут за меня поручиться, что я имел в виду именно так, и никак иначе. Поэтому я надеюсь, что выкрутимся. Много было уже на меня это нападков, и ничего. Так, Ибрагим Аслан, не в укор, но ты пример привел, что после того, как вошли вооруженные силы, пахло жареным для РФ и присоединились горе-боевики. Аслан, ты не в укор, но ты пример привел, как после того, как вошли вооруженные силы, пахло жареным и присоединились горе-боевики. Я не понял. Наверное, я опять что-то оговорился, наверное, да? Ты это имеешь в виду? Запахло для русских жареным, да. Горе-боевики. Не, присоединились. Ну, я не понял, что ты имеешь в виду. Думаю, нельзя иметь мусульманским ядерное оружие. Я так считаю, Аслан Лорс. Почему в Северной Корее можно, а мусульманским нельзя? Всем нельзя иметь, или у всех оно должно быть? Лучше, конечно, чтобы ни у кого не было. Остальное, думаешь, в борьбе за власть друг друга закидают? Как найти? Может, это твой сарказм удовлетворит? Это мой адрес, что ли, насчет Усана? Эмират, как раз, это что, арабское влияние или провокация ФСБ? Я считаю, Зион, это провокация ФСБ. В этом чате немало чекистов сидит, говорит, Отто. Возможно, ну пускай смотрят тоже, набираются опыта. В принципе, мы уже говорим более 1,5 часа. Я думаю, на этом наш стрим закончится. Я, конечно, вам всего не показал, чего хотел. Ну да, Алмула. В следующем стриме обязательно покажем. Может быть, завтра будет стрим. Следите за анонсом. Всего самого хорошего. Спасибо, что поддерживаете. Спасибо, что смотрите. Распространяйте наши видео. Разъясняйте нашу позицию. И все будет ичкерия. Да, Алмула. Спокойной ночи. До свидания. Ассаламу алейкум.